Продукция Казанского мясокомбината «Праздник на вашем столе». Проверенное качество, огромный ассортимент. Каша не пригорает. Чайник закипает быстро. Термостойкая экологичная посуда Хелпина. В помощь каждой хозяйке. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Дьяков. Я работаю бренд-шеф-поваром одного из стадионов города Казань. Сегодня мы с вами будем изучать кулинарную азбуку на букву «И», а именно итальянская кухня. И сегодня мы приготовим домашнюю пасту тальятелли с соусом песто и медальонами из говядины. Для приготовления пасты нам сегодня понадобится 300 грамм муки, 100 грамм муки семулы, 3 яйца и половинку чайной ложечки куркумы. Куркуму мы используем для цвета, чтобы наша паста была яркая и красивая. Запускаем наш аппарат. Вы можете, конечно же, это тесто также замесить дома вручную. Только хотел бы сразу предупредить, что тесто должно быть очень крутое, иначе тесто-раскаточная машина не сможет его раскатать. Итак, наше тесто замесилось. Мы его достаем и оставляем немножечко отдохнуть и отстояться, чтобы оно стало более эластичное. Ну а пока наше тесто отдыхает, я займусь приготовлением соуса песто. Мы берем зубчик чеснока, мелко нарезаем его, вкладываем в нашу ступку, добавляем листья базилика, немножечко рукколы и тщательно поворотными движениями начинаем перемалывать соус песто. В Италии основной соус. Его придумали на севере Италии. В каждом городе, в каждой провинции его делают по-разному. Оливковое масло, немножечко орешков, сыр пармезан. Сыр пармезан в Италии считается валютой, и в некоторых провинциях Италии его даже можно сдать в ломбард или расплатиться им в магазине. Соус песто вы также можете дома сделать блендером, просто соединив все ингредиенты в одной тарелке. Тесто уже отдохнуло. Начнем его раскатывать. Возьмем небольшой кусочек и начинаем раскатывать на машинке. Вначале на насадке лазаньетта, для того, чтобы сделать пласты. И постепенно начинаем уменьшать толщину. Толщина пасты нам нужна 1,5 мм. Паста бывает абсолютно разной формы. Форм практически более 150. Но вкус практически один и тот же. Хотя итальянцы так не считают. Они думают, что у каждой формы и каждого вида пасты свой определенный вкус есть. Итак, мы раскатали наш тонкий пласт. Вот такой вот у нас получился красивый и большой. Теперь мы его нарежем на небольшие отрезки, где-то в районе 30 сантиметров. И теперь прокручиваем их на насадке тальятелли. И у нас получается вот такие вот красивые ленточки. Если у вас есть желание сделать домашнюю пасту, но нет такой машинки, вы можете, конечно же, раскатать это все вручную, скалкой и нарезать ножом, но при этом, честно говоря, желание должно быть, очень большое. Наша вода закипела. В нашей чудесной, красивой, прозрачной посуде термостойкой мы опускаем туда нашу пасту. И все, она будет вариться 3-3,5 минуты. А за это время мы займемся говядиной. Возьмем говядину. Отрежем 2 небольших медальона. К мясу надо всегда относиться очень осторожно и желательно брать мясо только у проверенного производителя. Мы подсаливаем немножечко их, перца. Мы немножечко ароматизируем наше масло. Добавим веточку розмарина
зубчик чеснока. И на этом масле мы обжариваем наши медальоны. Обжарили наши медальоны с двух сторон до золотистой корочки. И откладываем их отдельно. И в это же масло, к этим же специям, мы добавляем нашу сварившуюся пасту. Добавляем бульон, в котором мы варили эту пасту. И соус песто. Соединяем их. Наша паста готова. Начинаем отдавать. Вообще итальянская кухня, она очень разнообразна. И лично мое мнение, что она в России очень хорошо прижилась, потому что она похожа на русскую кухню. Так, я выложил нашу пасту, наши обжаренные медальончики. И украсим веточкой розмарина свежего. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы с вами открывали кулинарную азбуку на букву И, а именно итальянская кухня. И приготовили мы сегодня с вами домашнюю пасту таллителли с соусом песто и медальонами из говядины. Как вы видите, ничего сложного в этом нет. Главное, немножечко желания, немножечко старания, и у вас обязательно все получится. А самое главное, дорогие друзья, не бойтесь экспериментировать и фантазировать, потому что именно так рождаются шедевры. С вами был Дмитрий Дьяков. Всего доброго. Чао-чао. Продукция Казанского мясокомбината «Праздник на вашем столе». Проверенное качество, огромный ассортимент. Каша не пригорает. Чайник закипает быстро. Термостойкая экологичная посуда Helpina. В помощь каждой хозяйке.